Добрый день, дорогие телезрители! Мы продолжаем серию видеосюжетов, подготовленных Международным деловым советом совместно с информационно-аналитическим центром Хабар. И сегодня мы расскажем вам о новых инструментах банковских услуг в Кыргызстане. Наличные деньги постепенно сдают свои позиции и все больше уступают безналичным или виртуальным. Электронные деньги становятся все более распространенными. Интеграция двух важных секторов, банковского и IT, это современный тренд в мире финансовых услуг. Такая связь обеспечивает разнообразие банковских продуктов, открывает новые возможности для использования финансовых инструментов. Одним кликом на мобильном телефоне можно получить доступ ко всем банковским услугам. Хотя еще совсем недавно это было нечто из области фантастики, а сегодня уже реальность. Сегодня мы расскажем о продукте, который сочетает достижения сектора информационной технологии и банковской сферы, который называется электронный кошелек Эльсом. И сегодня у нас в гостях руководитель управления по развитию некредитных банковских продуктов ЗАО «Финкобанк» Текимбаева Зульфия Карабековна. Добрый день. И начальник управления продвижения Эльсом Кыргызского инвестиционного кредитного банка KCB Сапанова Эрмек Чинтемировна. Добрый день. Добрый день, дорогие участники. И сегодняшний первый вопрос хотел бы адресовать Эрмек Чинтемировне вам. Известно, что кыргызский KCB первым в стране ввел такую услугу. Когда это было и почему было принято такое решение? Да, совершенно верно. KCB является одним из первых банков, кто внедрил электронные кошельки на рынке Кыргызстана. Это было в 2013 году, но официально мы запустили в 2014 году. Целью Эльсом является это облегчение доступа к банковским финансовым услугам регионам страны, да, и в особенности сельской местности. В свою очередь, получается, сельские жители могут воспользоваться простыми, доступными финансовыми банковскими услугами, не выходя из дома. А в чем же преимущество этих услуг? Преимущество в том, что это быстрота, легкость, мобильность. Все платежи происходят в режиме реального времени онлайн. И не нужно ждать авторизации, допустим, как классические банковские продукты. Да? То есть приходить в отделение банка, ждать очередь, оформлять. То есть моментальные платежи возможно осуществить в 1 секунду. Спасибо. Зульфия Карабековна, вот вы тоже, да, ваш банк Финка тоже предоставляет подобные услуги, да? И такой вопрос, сложно ли вообще завести такой электронный кошелек? На самом деле очень легко завести электронный кошелек. Для этого нужен телефон. Закачать приложение можно с Google Play или в будущем еще планируется через Apple Store. Вот, и на самом деле это очень быстро и легко и удобно. Также хотелось добавить по преимуществам карты Эльсома, что можно делать Финка Эльсом, можно делать погашение на кредитные счета, также можно делать пополнение депозитов, внутрибанковские какие-то переводы. Как бы это очень легко и просто и удобно. Ну и плюс кошелек, он в свою очередь не должен быть пустым, да? Да, обязательно. Потому что нужно проводить операции, чтобы он не был пустым, легко можно его пополнить через терминалы, например. Есть платежные терминалы, сеть Финкобанк, KCB, через Бакай банк. Также можно пополнять через Киви, тоже делать, да, сеть партнеров, можно легко и просто. Также мы предоставляем через кассы банков пополнение на кошельке. Спасибо. Эрмек Чинтемировна, а вот в торговых центрах, да, мы часто посещаем их, можно ли там вообще пополнять электронные кошельки и как вообще переводы производить? Конечно, возможно, потому что мы стараемся в своей работе всегда развивать свою агентскую сеть, точки обслуживания клиентов. Это не только, допустим, магазины, рестораны, это и точки быстрого питания, сети ресторанов, интернет-магазины, то есть гипермаркетов, возможно, будет онлайн-оплата. То есть там, где люди могут покупать и оплачивать, везде мы стараемся подключать электронный кошелек, чтобы облегчить им
доступ. Зульфия Карбековна, а вообще какая разница между банковским счетом и электронным? Вот не могли бы нам рассказать немного? Ну, для банковского счета клиенту нужно приходить в банк, открывать, заполнять документы. Есть какой-то процесс открытия счета, а мобильный кошелек, его очень легко. Можно, сидя на диване или, я не знаю, в кино, взять, закачать приложение и открыть себе кошелек и пользоваться всеми услугами Эльсома. Спасибо, да, коллеги. Ну, действительно видно, что вот большая работа, да, но в процессе разработки этого продукта, внедрения, какие вообще были трудности? Вы не могли бы поделиться с нашими телезрителями? Да, конечно, трудности были, но основная трудность это, конечно, готовность населения принимать электронный кошелек как средство, инструмент оплаты, поскольку последние, может быть, 2-3 года только население стало более информированным, что же такое электронный кошелек, как же им пользоваться. До этого в основном использовались понятия как безналичная оплата, это при помощи банковских платежных карт. То есть отсюда мы, получается, немножко отходим уже более таким мобильным средством, так как технологии не стоят на месте, смартфоны проникают все глубже и глубже среди населения. И получается, люди начали узнавать, востребованность появилась, да, чтобы платежи происходили моментально. И вот так потихоньку люди друг другу начали передавать, плюс, конечно, массированная реклама, да, того, что информирование, в чем же преимущество электронных кошельков. Вот как бы основное это вот то, что готовность населения к восприятию информации. Ну, я бы хотела еще добавить, что, конечно, у людей есть страхи, да, как им пользоваться, да, поэтому в этом плане мы проводим очень много работы, именно индивидуальное обучение, да. У нас очень много проводится каких-то интерактивных встреч, где мы собираем население и очень просто показываем, как загрузить приложение, какие услуги есть, как можно этим пользоваться, да. И на самом деле очень удивительно, что население где-то там в глубине, да, они пользуются, и даже пожилые люди, они очень легко и просто пользуются этим продуктом, им это нравится, они дальше развивают, рассказывают своим друзьям и продвигают этот продукт. А вот скажите, интернет для этого нужен в отдаленных регионах, чтобы иметь доступ к этому? Для того, чтобы, если нет интернета, то можно отправить смс, да, с комбинацией звездочка 900 решетка, да, и можно подключиться к мобильному, подключить мобильный кошелек. Не обязательно интернет. Но мы, когда ездим, например, в филиалы, по клиентам, то мы берем с собой специальный интернет и делимся, да, чтобы пользователи сразу могли подключиться. Ну, известно, что вот Эльсом, да, он очень инновационный продукт, и чаще им пользуются молодые люди, да. Вот, к сожалению, более старшее поколение, оно всегда какие-то у них опасения по поводу безопасности, да. Вы не могли бы вот эту ситуацию прокомментировать, да, что из себя Эльсом представляет в этом плане? Ну, на самом деле, если так посмотреть, на сегодняшний день не только молодежь использует данный продукт у нас. В нашем банке используют в основном это среднее взрослое население от 25 лет и выше, до 50. То есть сейчас молодежь с каждым годом учится все новым технологиям, соответственно, и обучает взрослое свое население, родители, то есть как быстро оплатить, да, то есть показать им, как быстро сделать перевод и так далее. То есть родители уже понимают, что такое электронные платежи, и потихоньку тоже привыкают к платежам. Ну, и вот от фактов мошенничества, да, соответственно, можно защитить, я понял. Ну, также вот известно, да, что KCB первым внедрил этот продукт. Были ли же еще какие-то вот банки, сотрудничества? Конечно, конечно. Мы развиваем свою партнерскую сеть. Финкобанк, один из первых банков, кто присоединился к нам, к данному продукту. Также у нас есть подписанное соглашение с Финкобанк, и еще вторым нашим партнером является Бакай-банк, который также активно прилагает усилия и развивает данный продукт. Помимо этого у нас есть многочисленные партнеры, как в лице банков, так и в лице госпредприятий, частных коммерческих организаций, которые подключают данную услугу и используют для своего бизнеса, для своих клиентов.
Зульфия Карбековна, вот вы как последователь KCB, да, как ваш процесс интеграции вот проходил? На самом деле, да, меморандум был подписан с KCB еще в 2015 году, но занял очень много времени для технической реализации этого проекта. Мы запустились в прошлом году, буквально в августе-сентябре, начали уже продавать эту услугу во всех наших офисах. Получается, с 2017 года мы начали уже работать, и количество кошельков набирает темпы, особенно в регионах. Это очень радует. Да, пользуется спросом, особенно в отдаленных, да, когда вот нужно оплатить там и депозит, и пополнить кошелек, коммунальную услугу сделать, да, это вот, ну, легко и просто. Спасибо, да, коллеги, действительно очень интересная дискуссия вы сегодня, да, вот рассказали нам. Для наших телезрителей, что вы хотели бы пожелать, чтобы, как они могли бы быть ближе к этому продукту Эльсон? Ну, самое главное — это не бояться, делать свою жизнь проще, удобнее, экономить время, деньги, расстояние. Да? Используйте электронный кошелек Эльсон для ежедневных своих платежей. Да, тоже так же хочется пожелать всем не бояться. Это просто страхи. На самом деле это очень легко и просто. Это безопасно, удобно, легко. И можно как бы проводить все свои услуги банковские, да, 24 часа. Поэтому просим всех подключаться к Эльсон. Спасибо, дорогие участники. А сегодня у нас в гостях были Сапанова Эрмек Чинтамировна, начальник управления развития Эльсон Кыргызского инвестиционного банка KCB, и руководитель управления по развитию некредитных банковских продуктов ЗАО Финкобанк Текимбаева Зульфия Карбековна. А на этом наша программа подходит к концу. Спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго и до скорых встреч.